Раньше их называли гибкими сексуальными кошечками, а теперь называют просто диспластики. А что, мы же любим узнать новое слово и вешать ярлыки направо и налево. Если у тебя диастаз, варикоз или опущение внутренних органов, ты диспластик. Легко садишься на шпагат, ты тоже диспластик. Проблемы с позвоночником или суставами, и тут ты тоже диспластик. А что же это такое? Дисплазия соединительной ткани. Это не болезнь, хотя в тяжелых формах она может привести к заболеваниям. Но вообще это свойство, когда наши связки, они становятся более рыхлыми, более эластичными, хуже восстанавливаются. И это действительно может привести к пролапсу внутренних органов. Согласно исследованию, женщины с дисплазией, они страдают от пролапса в 2 раза чаще, чем женщины без дисплазии, но это все равно не приговор. И тренироваться при дисплазии соединительной ткани обязательно нужно. Нужно укреплять мышцы, чтобы дать поддержку скелету и связкам.